Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях доцент медицинского института Северо-Восточного федерального университета, писатель Лидия Тарасова. Лидия, здравствуйте! Здравствуйте. Тарасова Лидия Андреевна родилась в городе Якутске в семье ученых. Окончила педиатрический факультет медицинского института, аспирантуру по специальности микробиология. Работала врачом-бактериологом в клинике СВФУ. В настоящее время доцент кафедры гистологии и микробиологии. Сказки начала писать в декретном отпуске. Опубликовала 5 печатных книг и 4 электронных. Лауреат премии главы Республики Саха-Якутия в области детской литературы, автор книги «Невероятная история Кандыкан», вошедший в шорт-лист премии имени Корнея Чуковского. Лидия, очень рада видеть вас в нашей студии, потому как ваше имя сейчас на поверхности, в медиапространстве. И хотела бы поздравить с номинацией. Второе место вы получили как творческий человек в медицинской сфере. Это российский конкурс писательства. Это был конкурс чтецов. То есть можно было прочитать собственное произведение или же произведение известное. Главное условие, чтобы участник работал в системе здравоохранения или же был с ней каким-то образом связан. Сама ваша личность очень интересна тем, что вы не только пишете сказки, не просто пишете истории, но и преподаете в медицинском институте, и не абы что, да, не какой-либо предмет, а микробиологию, да? Да. Изучаете бактерии, говорите о бактериях и говорите так увлеченно, интересно. Почему микробиология? На самом деле у меня, наверное, и не было выбора, поскольку в нашей семье династия химиков, биологов, преподавателей. То есть вот мой папа, он орнитолог. Моя мама была преподавателем анатомии. И если дальше пойти, то там дедушка у меня был биологом, он изучал насекомых, энтомолог. Прадедушка — основатель кафедры зоологии в СВФУ. То есть, в общем-то, направление естественное выбрало меня изначально, когда я родилась в этой семье. Вот. А именно микробиология случилась со мной совершенно неожиданным образом, когда на 6-м курсе, окончив педиатрический факультет с красным дипломом, я вдруг поняла, что я не готова пойти в практическую медицину, не готова стать врачом-педиатром. И поскольку у меня уже в период студенчества какие-то, возможно, навыки преподавания начали развиваться, когда я рассказывала всем своим согруппникам, да, одногруппникам, объясняла те или иные там темы. Мне прям вот даже бывало там ночью звонили перед экзаменом, чтобы я кому-то что-то рассказала, или там после занятия просили объяснить. Вот. И после окончания мне предложили аспирантуру по микробиологии. Мне, в принципе, было как-то, хорошо, ладно, микробиология, пойду, посмотрю, что там. И когда вот я уже попала на кафедру микробиологии в РНИМу, институт Пирогова, это 2-й мед в Москве, я поняла какой-то удивительный, огромный маленький мир маленьких существ, и как много интересного в этом мире кроется, что и там есть и опасности, и есть и полезности. И с тех пор я, честно, влюблена в свою профессию и никогда ни на что ее не променяю. Студенты охотно изучают этот предмет? Стараюсь, чтобы у них появилась какая-то искра, стараюсь рассказывать им интересные истории, клинические клинические примеры приводить, или же там из науки что-нибудь новенькое им рассказывать так, чтобы им стало интересно. В вашей профессии, вот именно в вашем направлении, да, изучая и погружаясь в мир бактерий, да, что больше всего вас поразило, да, какое-то открытие, потому как действительно медицина сейчас развивается и идут научные исследования? Открытий в микробиологии сейчас очень много, поскольку микробиология перешла на молекулярный уровень, и мы все изучаем на уровне уже более мельчайшем.
И одной из в последнее время интересующих все большинство микробиологов тем является, наверное, связь, которая называется ось кишечник-мозг. Ну, мы прекрасно все знаем, что мозг, да, это главный контролер в организме, что он контролирует все, что происходит в нашем теле. Но мы никогда не задумывались о том, что возможно и бывает обратная связь, в частности, в кишечнике. В кишечнике обитают бактерии. Кстати говоря, в кишечнике взрослого человека примерно 2 килограмма бактерий. То есть, если... Да вы что? Да, то есть вы можете смело отнимать 2 килограмма и говорить, вот, что вот это только мои бактерии весят. Вот. И эти бактерии, они не только бактерии, это микробиологическое сообщество, микробиом, куда входят и вирусы, и различные белки инфекционные и так далее, да, прионы, бактериофаги. То есть целая совокупность микроорганизмов, целый микромир, который по праву сейчас называют органом. То есть микробиота человека — это такой микроорган, который сформировался в процессе эволюции, можно сказать. И этот орган, если этот орган страдает, если он болеет, то в организме тоже бывают нарушения. Кроме того, этот орган имеет связь с головным мозгом. То есть микроорганизмы, обитающие в желудочно-кишечном тракте, они могут посылать сигналы в головной мозг. Например, если микроорганизмы могут посылать, грубо говоря, сигнал, там, мы хотим шоколадку. То есть это о чем говорит? Это о том говорит, что микроорганизмы, бактерии и прочие, да, представители микробиома, они вырабатывают вещества в процессе своего метаболизма, а они могут питаться определенными. Получается, не я захотела, а мои бактерии хотят эту шоколадку. Да, то есть они влияют на пищевое поведение, бактерии влияют на, ну, микроорганизмы, они влияют на пищевое поведение, они влияют даже на настроение. То есть доказана связь, что, скажем, выработка того же серотонина происходит в желудочно-кишечном тракте, и на это воздействуют микроорганизмы. То есть это же гормон счастья. И то, насколько вы счастливы, зависит от того, какие у вас бактерии. И если микробиом заселен микроорганизмами, которые работают несколько иначе, да, то есть, грубо говоря, неправильно сформированная микрофлора, или в ней преобладают патогенные микроорганизмы, условно патогенные, то есть орган работает неправильно, в организме возможны различные неполадки. Это связь доказана дисбактериоза, дисбиотических нарушений с ожирением, с аутоиммунными заболеваниями, с аллергическими процессами. И сейчас существует даже такой метод лечения, который называется фекальная трансплантация. То есть этот орган, микробиом, да, микроорган, его можно трансплантировать от здорового донора к реципиенту, то есть человеку, который нуждается в трансплантации здоровой, сильной, хорошей микрофлоры. По-моему, я читала, и эта процедура прям творит чудеса, да? Но ее применяют при тяжелых случаях аутоиммунных заболеваний, такое заболевание, как болезнь Крона, и я знаю, что им лечат ожирение за рубежом. У нас тоже проводят эту манипуляцию. В Москве я видела, где-то порядка 30 тысяч стоит одна процедура. Таких процедур может потребоваться несколько, в некоторых случаях даже пожизненно. Совершенно незнакомый, но интересный мир для нас. Бактерии — это что-то вредное и плохое. Да? Но вы сказали, что есть и хорошие бактерии. Есть микроорганизмы, которые нарушают работу желудочно-кишечного тракта, есть, которые, наоборот, способствуют, помогают в пищеварении, вот, опять-таки, выработку гормонов там, и так далее, влияют на хорошее, правильное пищевое поведение. Да? То есть они требуют уже хорошие бактерии, требуют не шоколадку, а требуют там, овощей, фруктов. Да? Вот. Поэтому избавляться от бактерий, конечно, не надо. И на самом деле я не поклонник того, чтобы везде
везде были антисептики, чтобы все было гиперстерильно, чтобы везде был доместос и прочие, да, мероприятия по стерилизации пространства вокруг себя. Мы живем с микроорганизмами, они вокруг нас, мы должны научиться с ними дружить. И состав микрофлоры, ну, вот это, с одной стороны, кажется, что можно сказать, что только от микроорганизмов зависит, что мы едим, да? С другой стороны, это и от нас зависит, да? То есть от нас зависит состав нашей микрофлоры. Это взаимосвязано, да? То есть питание правильной пищей, правильное питание и так далее, оно опять-таки влияет на состав микрофлоры. То есть мы переучиваем своих бактерий, мы не идем на поводу у тех, которые хотят один шоколад есть, да? И фастфуд. Мне кажется, студентам повезло с вами, потому как вы такие сложные вещи говорите простым, понятным языком, да, и так увлекательно, да, о бактериях, о кишечных инфекциях. Вы преуспели и преуспеваете в науке, да, в преподавании. Ежедневно общаетесь со студентами, передаете знания, сами постоянно учитесь, развиваетесь, потому что, да, понимаю, медицинские работники — это люди, которые постоянно учатся и совершенствуются. Но также вы получаете удовольствие в творчески проявляетесь и пишете книги. У вас уже 5 изданных книг, вас печатают в Литрес, вы неоднократный победитель конкурсов писательских. И вы уже, несмотря на свой возраст, общаетесь с российскими писателями. Да, и это вот такая совершенно другая жизнь, да, которая проходит наряду с вашей медицинской деятельностью. Как вы находите этот баланс? Как вы, что перевешивает? Все-таки медицина либо писательство? Ну, вообще, если так подумать, Чехов тоже был врачом. Поэтому одно другому совершенно не мешает и, может быть, даже дополняет, поскольку преподавание — это тоже работа с людьми. Да, это все творчество. Преподавание без творчества, мне кажется, становится скучным, серым, и ты становишься вот тем скучным преподавателем, который стоит за кафедрой, и студенты его не слушают. Поэтому одно другому только на пользу. Вот, и конечно, баланс искать всегда сложно. Периодически я ухожу полностью в работу и совершенно ничего не пишу, и тогда я начинаю страдать, что вот у меня там книга начатая, не написана, там редактура не доделана. Но с другой стороны, я успеваю сделать там какие-то важные дела по работе, поскольку у меня там тоже проекты есть, которыми я горю, которые меня зажигают. Ведь работа в университете — это же не только преподавание, это там и разработка методических пособий, там разработка учебных пособий для студентов, что тоже, по сути, творчество, да? Разработка каких-то там онлайн-курсов, составление лекционного материала. Все это тоже требует времени, и мне на самом деле этим нравится заниматься, поэтому вот поиск баланса, он у меня постоянный. Иногда я, наоборот, ухожу с головой в творчество. Вот. Тогда я не скажу, что страдает моя работа, но время приходится изымать, наверное, из семьи, потому что это или ночь, или отпуск, или еще какое-то другое время, в которое я могу творить. Вы сейчас нашли себя? Наверное, да. Все-таки я себя нашла, поскольку у меня есть любимая работа, у меня есть любимое хобби — творчество, и у меня есть семья. Да, я могу сказать, что я счастливый человек. Но у вас был момент поиска и был момент потерянности, да, когда вы не чувствовали эту опору, да, но не прекращали верить. Вот сейчас вас знают больше как сказочницу, которая пишет прекрасные истории. Вы не переставали верить в эту сказку, несмотря на то, что у вас был очень сложный момент.
Ну да, скажем так, вот сейчас я сижу перед вами вся такая светящаяся женщина, у которой 2 детей, у которой любимый и любящий муж, да, и работа в радость. Но еще 6 лет назад был действительно сложный момент в жизни, когда я ну, реализовалась на работе, вышла замуж и, как любая женщина, захотела детей. И в этот момент судьба решила испытать меня на прочность, так как с первого раза завести детей не получилось, а потом со второго, с третьего и четвертого. И когда у тебя раз за разом не получается, и ты видишь вокруг себя беременных женщин, видишь маленьких детей, ты понимаешь, что у тебя что у тебя с этим все сложно, и не знаешь, какое будет будущее, ты не знаешь в итоге, где ты окажешься, как развернется дальнейшая твоя жизнь, в этот момент, конечно, становится сложно. В этот момент каждый... Ну, вот женщины, как правило, остаются один на один с этой болью, потому что мало кто тебя понимает в этом. Понимают только женщины, которые тоже через это прошли, но обычно общение происходит с теми же женщинами, которые находятся вот в состоянии вот этих попыток постоянно, вот эти вот чаты с женщинами, которые там, есть же вот, как-то это называется, когда женщины постоянно пытаются забеременеть, есть чаты поддержки и так далее, но все они находятся в одном состоянии подвешенном, пытаются, что-то делают и так далее. Вот. И когда каждый раз у тебя не получается, когда ты опять остаешься один на один с этой, как это выразить, наверное, с какой-то бездной, в которую ты смотришь и чувствуешь ее внутри себя. И это, конечно, страшно. Это страшно. И в тот момент, я не помню, где я это нашла, или я это сама придумала, что нужно вот просто вот поверить, что ты сможешь. Даже я как-то раз видела передачу, там была женщина, у которой было 10 неудачных попыток ЭКО, а на 11-й попытке она родила двойняшек. И я вот думала об этой женщине, ведь она могла на 9-й попытке остановиться, ведь ЭКО это очень тяжело в плане, как это не только стресс для организма, это же какой стресс для женщины, да, когда не получается. И я тоже решила для себя, что я поверю, что у меня все получится. И однажды я даже на форуме написала, был опять-таки форум для женщин, я этих женщин не знала, и я написала, вот знаете, там девушки, у меня там было то-то, описала всю свою историю, у меня было 6 неудачных беременностей. И я написала, вот сейчас я родила, у меня 2 детей, у меня все получилось, я счастлива. И я прям вот почувствовала себя этой женщиной, которой я на самом деле сейчас уже являюсь, да, спустя эти 6 лет, да, я ощутила в себе вот эту вот счастливую женщину, которая наконец-то стала мамой, и уверенность, возможно, придала мне сил на еще одну попытку, и в конце концов у меня появились 2 замечательных и самых таких вот чудесных девчонок, вот, и я сейчас, возможно, если меня увидит какая-нибудь женщина, которая находится в таком же состоянии, которая смотрит в эту бездну, я надеюсь, что моя история будет мотивацией или вдохновением не сдаваться, продолжать попытки, и Вселенная вас услышит. Вы верите тогда в знаки? Сейчас очень многие сверяют свой шаг со звездами, с прогнозами. Вот вы же говорите то, что еще в предварительной беседе вы говорили, то, что даже на заставку на телефон вы поставили ребенка, которого похож на вас, да, даже интерьер был похож на ваш, и кот даже был похож на вашего кота. Да, я нашла картинку в интернете, очень похожую в интерьер моей квартиры. Да, действительно, там был кот, похожий на моего кота, и там был ребеночек. И у меня потом в итоге дети-то, они очень похожи. Можно было подумать, что это фотография моей дочки. Я доверяю интуиции своей, и действительно есть что-то в этом мире, что мы не можем, возможно, сейчас понять.
Но это что-то бывает, ведет нас по правильному пути или дает знаки. Я вам даже больше расскажу. Однажды мне приснился сон. Мне приснился сон, что я стою перед большой иконой, и мне говорят, вот это святая Анна, подойди и попроси у нее что, ну, самое заветное. Ну, я подошла и попросила, естественно, на тот момент у меня было самое заветное желание стать матерью, стать мамой, да. Потом, когда я проснулась, я не могу сказать, что я очень хорошо знаю церковные каноны, что я воцерковлена и так далее. Ну, как, наверное, как обычный человек, да, я не знала, кто такая святая Ванна. Я пошла в интернет и стала искать. И вы знаете, я нашла святая Анна, это бабушка Христа. Они долго не могли, мама Марии, они долго не могли родить ребенка, и они вот родили Марию где-то вот в очень преклонном возрасте. И эта святая Анна и ее, получается, муж Иоаким, они, оказывается, покровители женщин, которые хотят забеременеть. Вот. И я потом сходила в этот храм, была в Москве, как раз нашла храм Анны и Иоакима, поставила там свечку, заказала молебен, и вот, мне кажется, это был каким-то вот таким очень важным знаком для меня. Но это не может быть силой мысли, просто нами же управляет подсознание. Может быть, Даже, конечно, я не знаю. Где-то я читала историю, да, вот чай, эликсир, да, который тебя излечит, и вот эликсир, да, который тебя погубит. Это один и тот же состав? Может быть, я, честно говоря, не знаю, но вот оно работает. То есть вера в то, что у тебя получится, она работает. А сейчас с вами происходят прекрасные такие метаморфозы, да, и вы сами выбираете ситуации, людей, да, или все это как-то каким-то образом проходит в вашей жизни, то, что вы всегда говорите «да»? Нет, я не могу сказать, что всегда говорю «да». Я иногда чувствую в себе отклик, что вот действительно мне эта история нравится. Я чувствую, что я тот человек, который должен эту историю рассказать миру, что это вот именно то, с чем бы я хотела поработать. И иногда я не чувствую отклика, и я я подумав, там, поразмыслив, говорю, нет, простите, но для меня писательство в первую очередь удовольствие, в первую очередь какая-то реализация, может, помощь миру, да, там, в плане того, что истории хотят быть услышанными. И всегда найдется человек, который ее расскажет. Если не я, то значит будет кто-то другой. Значит, просто не моя история. В сегодняшнем мире он коммерческий. Да? Любому продукту нужно продвижение. История громкая, история, которой помогают, да, двигать. И так случилось с продуктом, да, с историей Кандыган. Очень хорошая, сильная группа продвижения. Вы писали эту историю вместе с этнографами, историками, знатоками, да, общаясь непосредственно с коренным населением. Творчество все-таки это же свобода, да? А вот такие заказы, оно все-таки связывает по рукам и ногам. Есть дедлайны, история, рассказанная кем-то. Ну, на самом деле, в Кандыган это действительно было творчество. Это нельзя сказать, что это был совсем прям заказ, где есть рамки, в которые меня загоняет. Да? Здесь была история, которая меня вдохновила. Да, действительно, мне помогали, мне подсказывали, мне говорили, что так, допустим, у ивенов не бывает, нельзя положить волка, скажем, на оленя, да, или еще что-то, да, какие-то вот прямо моменты. Но основная суть сюжета, она все равно была моя. Я как писатель, да, как творческий человек все равно шла за своей интуицией и писала так, как я чувствую. Я вкладывала
хоть это история Маргариты, да, сейчас у нас Маргарита Илон, ее зовут теперь Илон. Вообще она, конечно, сама по себе невероятная, и просто общение с самой Маргаритой, да, она уже вдохновляет. И хоть это ее история, все равно в этой книге всегда, ну, то есть часть меня заложена, моих переживаний, и это чистое творчество. Бывают, да, коммерческие заказы, где к тебе прямо конкретно говорят, здесь вот так, здесь вот так, и здесь вот так. И ты вот в рамках этого, очерченных рамках пытаешься что-то создать. Иногда удается, если это удается, значит, да, это мое. Если совсем рамки, то я, как правило, в такие проекты даже не иду. Есть люди, которые могут сделать это лучше меня. Я все-таки больше свободный художник. А какие тренды сейчас в писательстве? Вы регулярно общаетесь с модными молодыми авторами России. Что сейчас говорят? Что интересно читателю? Но сейчас... Вы ориентируетесь на целевую аудиторию? Сейчас, конечно, идет бум young adult, то есть это литература для подростков, куда вплетаются все вот острые проблемы подростков, и мы говорим о подростке уже не как о ребенке, а как уже о маленьком взрослом. Ну и добавляется туда там фэнтези, там фантастика и так далее. Но я пока не готова быть писателем, который создает книги в young adult. Я пока не чувствую, что это мое. Мне сейчас вот нравится именно сказочное творчество, а сказки вот для маленьких детей, они, в общем-то, сохраняют все те же тенденции, которые заложены классиками. Но, возможно, сейчас в сказках меньше поучительного, меньше нотаций, нравоучения, да, там ты грязнули, остался и так далее, да, кто с утра не умывался. Больше мы в сказках говорим о чувствах ребенка. Мы говорим о чувствах героя. Мы говорим, что герой, он, в общем-то, ну, такой же вот, может, чтобы ребенок мог себя представить на месте этого, что это не какой-то вот там отличник, пионер, да, на которого нужно равняться. Это может вот такой же ребенок, который не слушается маму, там, который любит плескаться в лужах и так далее. И проблемы, которые сложно обсуждать с ребенком в обычной жизни, можно проговорить через книгу. Это тоже одна из новых тенденций детской литературы, можно сказать, как сказкотерапия, да, когда сложные вопросы или вопросы воспитания, вопросы психоэмоционального развития ребенка, страхи, да, они через книгу проговариваются, и можно вот на примере какого-нибудь героя рассказать ребенку, как там справиться со страхом темноты, или как маме там, как перестать врать маме. Но вы практикуете со своими детьми вечернее чтение? Да, у нас в семье мама всегда читала книжки. То есть любовь к чтению мне привела мама. Мы каждый вечер перед сном читали книжки. И сейчас я со своими детьми так долго ждала момента, когда с ними можно будет читать. То есть я там чуть ли не с года пыталась им читать книжки. Они их грызли, кусали, но в итоге для моих детей это наказание, когда я им говорю: все, вы не убрались в комнате, я сказку читать не буду. И они сразу начинают быстро-быстро убираться, лишь бы сказка была, потому что, ну, это вот ритуал какой-то, да, и мои дети очень любят книги, мы ходим обязательно в детскую библиотеку, уходим оттуда с большой сумкой. Но вы еще являетесь амбассадором чтения, да, при Национальной библиотеке нашей. Да. В чем ваша миссия? Ну, моя миссия заключается в том, чтобы популяризировать чтение, то есть привлекать все больше юных читателей, рассказывать, как это здорово, как это классно ходить в библиотеки. И сейчас библиотеки современные,
они стали таким местом замечательным, где можно просто собраться с друзьями, да, посидеть, пообсуждать книги, можно поиграть в настольные игры, можно послушать музыку, а уже не говоря о том, какой там огромный ассортимент книг, не только классика, да, но и современная литература, которую читают подростки, которую читают малыши, да. Я просто в приятном шоке была, когда первый раз за долгое время пришла в детскую библиотеку и увидела, что все то, что в магазинах стоит огромных денег, можно взять бесплатно в нашей библиотеке. Лидия, очень многие, наверное, авторы смотрят нас, молодых, да, либо тех, которые хотят писать и проявиться, да, потому как сейчас все пишут и ведут блоги. Что вы бы посоветовали, как региональному творцу, давайте так обозначим, да, масштабироваться и выйти на более широкую аудиторию? Потому как, насколько мне известно, издательство вы сами ищете, сами договариваетесь, у вас нет агентов, людей, которые бы помогали, вы сами вступаете в переписку. Мне помогает Вселенная, потому что у меня нет агента, но, знаете, так бывает, что мне сами издательства пишут и говорят: а давайте мы вас опубликуем. Но я думаю, самое главное — это быть смелым. То есть у творцов есть такое, мы все боимся критики. Даже, мне кажется, там неважно, сколько ты уже пишешь, для каждого творческого человека критика — это такая боль большая. Я там до сих пор в обморок падаю, если ко мне приходит негативный комментарий или хейтеры. У меня хейтеров на самом деле немного, я пока с ними так сильно не столкнулась, но вот это то, что может остановить на пути человека творческого. Не верить хейтерам, не слушать своего внутреннего критика, который тебе говорит: ну, куда ты вообще вот с этим всем идешь. Просто писать, продолжать писать. Ведь, во-первых, любое дело — это всегда опыт. Чем больше ты нарабатываешь опыт, тем лучше у тебя начинает получаться. И мало того, что писать, да, мало того, что продолжать работать, так и выставлять это в мир, не писать в стол. В столе вас никто никогда не увидит. Отправлять это в интернет. Да? Мы сейчас живем в эпоху, когда можно выложить что-то в интернет. И как со мной случилось с моей первой книгой, я выложила в интернет, нашла себе потрясающего художника. Вот прям вот потрясающего, да, которая сказала, я была на тот момент еще совершенно, то есть незнакома ни с писательством, ни с кем. У меня была там тетрадочка такая, был подборка книжек, да, сказок, да, которых я написала, и я отправила художнику. Она сказала: ты знаешь, мне очень нравится, вообще у меня, конечно, иллюстрация стоит 5000 одна иллюстрация, да, но я тебе готова сделать бесплатно. Понимаете, да? Вот не отправила бы я ей, да, не проявила бы эту смелость, испугалась бы, и у меня не было бы этой книжки. Ты, получается, сделаешь что-то интересное, и люди сами найдутся, которые будут помогать. А после нас, вот мы опубликовали картинки этой, и мне позвонили с издательства «Медиахолдинг Якутия» и сказали: а вы бы не хотели у нас напечататься? Поэтому да, вот совет молодым авторам, все, что я могу сказать: будьте смелыми, не бойтесь показывать свое творчество, участвуйте в конкурсах, потому что вот эти вот все конкурсы — это возможность быть замеченными, возможность быть услышанными. Вы можете просто недооценивать свой потенциал. И вообще эти конкурсы, они помогают поверить в себя. Потому что когда я выиграла свой первый конкурс, и когда вот там вот литераторы, да, такие прям вот члены Союза писателей, не сказали: Лида, ну ты вообще молодец. И я такая: я правда молодец, да? Они говорят: да, у тебя там потенциал, у тебя там все. То, что я всегда в себе вот так перечеркивала, говорила: ну куда ты там, ну ты там, ну куда, ну вот сиди спокойно, да, и нет. Но душа-то хотела, она хотела дальше. И когда вот чем больше меня стали гладить по голове люди знающие, да, мы же всегда ждем одобрения от кого-то. И когда вот литератор, там еще какой-то там заслуженный, перезаслуженный тебе говорит, ставит лайк, да, и говорит: ты молодец, ты идешь дальше. И так дальше по ступеньке поднимаешься, и вот это и есть путь. То есть... А насколько прибыльное дело писательство? Насколько мне известно, в Литрес можно спокойно залить, да, самостоятельно, и
издательство, да, сама вот эта платформа сама утверждает, да, интересная тема, неинтересна, определяешь стоимость. Ну, Литрес, на самом деле, это вообще свободный доступ. Можно там что угодно, что в рамках закона, да, там, что не нарушает закон Российской Федерации, да, то есть там насилие и так далее. Ну, естественно, такая подобная там экстремистская литература, они ее не пропустят. А все остальное, неважно какого качества, Литрес берет. Вот. Платно или бесплатно, это решает сам автор. Ну, то есть это вот такой сам издат, это всегда. То есть ты сам опубликовал, можешь электронно, можешь в печатном виде. По поводу гонораров, ну, Литрес, я вот сейчас точно не скажу, потому что большинство моих книг, они бесплатно выложены. И Литрес, по-моему, дает что-то, ну, порядка 10%, что ли, из книги. Там какой-то вообще очень небольшой процесс. Что-то вроде как то ли 15, то ли 20 рублей с книги получаешь, если не меньше, да. Но, тем не менее, если, скажем, у тебя большой там, если ты блогер, да, если там много людей, которые на тебя подписаны или еще что-то, или там какая-то реклама прошла, то, наверное, можно продавать с помощью Литрес и какую-то прибыль при этом иметь. Ну, как я с самого начала сказала, литература — это не моя работа, это моя самореализация. Поэтому, когда я получаю какой-то гонорар, мне приятно, это замечательно, что есть, что мне Вселенная, да, что мир оценивает мою работу и поощряет меня финансово. Я частенько вот со своих гонораров, я себе вот когда только начала этим заниматься, я сразу себе сказала, что я буду заниматься с гонораров благотворительностью. И я вот со своих гонораров периодически вкладываюсь в какие-нибудь фонды или так далее. Поэтому не могу сказать, что это очень такое прибыльное дело, ну, в частности для меня, но, возможно, кто-то, у кого больше там коммерческая... Если задаться целью, можно и заработать. Ну, наверное, да. О чем мечтает Лидия Тарасова, как мама двоих прекрасных дочек, как писатель, который получает премии и награды, который печатается, и как преподаватель, которого любят студенты? Вопрос, конечно, на который сложно ответить одним предложением, поскольку это совершенно такие разные, да, стороны моей жизни. И, конечно, как мама я мечтаю о счастье для своих детей. Я хочу, чтобы у моих детей сложилось в этой жизни замечательно. Я болею за них и всячески пытаюсь их поддержать. То есть, как мама, я мечтаю, конечно, о счастье своих детей. Это самое главное для любой матери, чтобы ребенок твой был счастлив. Как преподаватель я мечтаю о том, чтобы моя работа приносила пользу, чтобы я была интересной для студентов как преподаватель, чтобы через меня студенты открывали этот мир микробиологии, мир микробов, и в этом была для них какая-то, возможно, практическая польза, да, неважно, не для всех, да, может быть, для кого-то я в какой-то момент окажусь вот полезной, да, возможно, наверное, такая мечта. В плане работы, конечно, каких-то таких вот задумок сложно сейчас определить. Продолжать работать, продолжать жить в этой сфере, да. По части писательства, наверное, это та сфера, где действительно можно позволить себе там мечтать, да, потому что здесь всегда может быть, здесь нет потолка, да, здесь всегда можно больше. Конечно, наверное, я бы хотела стать тем писателем, которого знают во всей
России, да, ну, то есть стать детским писателем, книги которого пользуются популярностью не только у нас, да, но и там в московских библиотеках и так далее знают. Смелая мечта, согласна, но почему бы и нет? Здорово. Я бы очень хотела, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись, потому как у вас такая добрая и светлая миссия. И больше печататься, больше говорить о культуре и народе Саха и Крайнего Севера. И чтобы продолжали вдохновлять молодежь не только на чтение, но и на писательство. Спасибо.